Доброе утро, ребята. 8 утра. Сегодня выспался хорошо. Кордон, тишина, погода, ребята. Погода уже такая, к лету. Ну, скоро комары пойдут. Один минус. Вот именно весенняя пора, ребят, самая такая крутая. И уже на природе кайф. И комаров еще вот это в Москве. Вот этих всяких поводов нету. Потом летом, конечно, крепят они нормально. Целые сутки какая-то зараза налетает. Ну что, друзья, вторая ночь прошла. Четко. Вчера напарились в бане. Налима нарубали жареного. Вообще огонь. Банька вчера, конечно, была. Ого-го. Че ее? 8 часов мы кочегарили. Олег Батькович. Вон вся банда в сборе. Все проснулись. У нас сегодня что? У нас лайтовый денек. Надо дрова поколоть, тушенку сделать. Так что съездим, проверим донки и займемся делами. Сегодня у нас такой будет. Шашлыки, кстати, сегодня, да? Вов? Шашлычки, да, сегодня? Шашлычки сегодня, да? Да. Короче, такие планы, друзья. Ноженьки только. Да, без разницы. Самое главное бульон. И нормально. О, хорошо. Огонь. Охуенно. Офигенно ты, вернее. Да, брат? Охуенно. Олег, меньше мочить на камеру. Что-то там включают, что-то поймаем. Ба-ба-ба-ба-ба-ба. Олег, о, что? А, что, забыл? Ну, понял. Что за следующее? Еще хуже понял. Олег, опять рыбацкий сленг, забыл. Все, больше не буду, хорошо. И, короче, так, я говорю, понял, все. Ну что, друзья, позавтракали вчерашней лапшичкой с рябчика. Блин, красота. Вкуснятина. Парни поехали в Низа. Смотри, там снасти. Вчера там донок наставили, короче. Ну а я, ребят, Владимировича повезу домой. Он приехал чисто к нам в гости, в баньку. Погостить. Ну и у него дела, и сегодня я его завожу обратно. Ну и потом, ребят, проверяю донки. Сверху продольник, здесь донки. Короче, вот так решили разоединиться. Будем посмотреть. Все, ладно, давай. Алло. Привет. Привет, зайка, привет. Как дела? Нормально. Что там, что делаете? Я баню затопила. Будем мыться. Молодцы какие. Я Правильно. утром мясо разморозила, которое в морозилке было. Детям шашлыки делаю. Нифига, молодец. Вообще ответственная без меня, слышишь? А? Без меня, смотрю, говорю, вообще ответственная. Ну так. Пойду сейчас что-то покопаюсь на огороде. Да. Ага. Если что, червячки будут, ну, не забудь собрать. Ну если бы не сказал, я бы даже не трогала. Да. Ну, баночку приготовь какую-нибудь. Ну, понятно. Я, правда, не помню, какие тебе нужны. Ну, белые, говорит, красные не нужны, белые. Ну, как, ну, ты понимаешь, они красные такие, а есть, типа, белые такие. Серые, белые. Они розовые немножко. Ну, да. У вас как дела? Да, нормально, все хорошо. Владимир еще привез зимовку. Вот тебе позвонил. Так, братва, ну что?
Отвез Владимировича, все, Владимирович погнал. Ну, дела, не может он остаться. Понятное дело, как бы приехал к родителям, здесь надо по огородам, туда-сюда. Ну, не суть. Отвез Владимировича, все. Возвращаюсь обратно. Ребята у нас внизу. Сейчас сверху, ребята, буду проверять доночки, продольничек. Короче, как-то так. Вышел на связь, домой сообщил, что все нормально, все в порядке. Жив-здоров. Самое главное, потому что дома тоже переживают. Как-никак, как бы вроде уехал, тут вроде все хорошо, ну, в лесу всякое может быть, ребята. Так что, ну, близкие, они тоже думают, и это самое главное, что когда ты на связи, там, сообщил, что все в порядке, все нормально, им тоже дома хорошо и спокойно. Короче, ребят, что, погнали вниз проверяться. И сегодня у нас автоклав, что, монотонно что-нибудь поделаем, дрова надо поколоть. Короче, не знаю, конечно, охота было посидеть с точевочкой, ну, так тоже, ребят, не получается. Если ночь просидишь на донках, а потом, ну, днем что-то надо ковыряться, ездить, сетку проверить, еще что-то. Ну, а ты хочешь спать, как бы не получается. Чисто так, разведка. Ну, и у нас с наживкой не получилось, конечно. Думали, что будет много. А уже понятно, что мелочь не обладает червя, так как, смотрю, ельцы попадаются. Соответственно, хотели еще пару пляжей навестить, посмотреть, но вчера вот еще 2 на разведку поставили. В общем, у нас 4 пляжа на связи. Парни сейчас снизу проверят, там что-то есть, нет. Ну, короче, как-то так. Ну все, ребят, давайте, погнали. О, клюет, ребята, клюет. Обе клюют. Так, ребята, ну что, набрался я на донок. Доночки шевелятся. Вода упала, вот хоть рогатки представляешь, вода падает. И вот эти, ребят, смотрите. Те же донки, на которые клювал. Офигенно. Обе качают. Или та зацепила ту, или что. Будем проверять. Фига, что делает. Смотрите, ребят, что делает. Что делает. Опа. Ух ты. Хорошо бьется, ребят. Аккуратненько. Есть слабая рыба. Что, ушел, что ли? Нет, на месте. Тихо, 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 тихо. Аккуратненько, аккуратненько. Короче, прет ясь, ребята. А, здесь 2 езя, ребят. Прикиньте, дуплет, блин. Очуметь. Смотрите, какие кабаны, блин. Ё-моё. Стоять, стоять. Тихо, тихо, тихо. Тихо, братцы, тихо. 2 яська. Я говорю, что-то... А, кстати, друзья, хапнул на личинку. Владимирович привозил. О, какие разговаривают парни. Четко. Вот будем автоклав делать. 2 яська, да. Я думаю, что-то тяжеловатенько. Под килограмм яськи-то. Хорошо. Подержи, парень, пока.
рыбка вся живая. Все хорошо. Давай второй тоже. Дуплетик. Вчера щука на езях хапнула. Сегодня дуплетик. Радуют такие моменты. Вчера насаживал вот личинку майского жука. Вадимыч привозил. Вот на него хапнул, ребятки. Не знаю, можно оставить даже. Наживки у нас, конечно, не очень там много. Червь. Ну, блин, червя елец хавает. Так, это красный, не пойдет. Да, иска можно было бы посидеть, порыбачить. Ясь, видно, идет. Посмотрим. Но сегодня тоже надо дела поделать. Может, вечером и посидим. Посмотрим, короче. Так, ну ладно. Хорошо. Погнали. Есть контакт. Есть контакт. В этом месте, главное, какая-то активность есть. Там ближе к яме тишина, а вот здесь они с первого дня начали работать, эти донки. Именно по изю. О, там ребята долбит. Та долбит. Это вроде тоже что-то подкачивало. Резко есть немножко, но это не так уж много, конечно, как у меня. Вон звенит там жестко, ребят. Здесь тихо. Что-то подкачивало. Видать, рыба ушла. Видать, рыбейка ушла. Так, ладно, пойду сразу туда стану, ребят, потому что ясь может уйти. Вот это, ребята. Вода падает, да, хорошо падает. Вот это что-то у нас звенит. Опа. Ага. Оп, ушел. А нет, пошел вроде. Или ушел. Нет, нет, кто-то гуляет. Езёк. Да какие, ребята, смотрите, кони, блин, охренеть. Да, у Олега здесь изи крупные. О, ребята, блин, килограмм здесь будет. О, какие изи. Ё-моё, здоровенные. О, отлично, я думал, ушел. Или второй отвалился, как будто сначала хопа, и потом джик резко. Но остальные вроде молчат. Ладно, пойду в бочку его. Но остальные вроде молчат, да. Блин, красавцы, конечно. Сюда вот секется еще, видите, ребят, но он тоже уже, смотрите, какую дырку себе сделал. Соответственно, долго тоже сидеть не будет. Сходят. Красивая бойкая рыба. Ну, бесполезная.
костлявая. Жарить не пойдет. Коптить вот хорошо. Ну и вялить тоже к пиву четко. А так особо не ценится эта рыба у нас. Вот такая личинка, ребята. Это личинка майского жука. Копается в земле. В основном любят, где вот маленькие сосны и песок. Тоже хорошая наживка, ребят, на червя. На червя, на езя. Вот. Можно его рыбачить. Его мелочь сильно не обгладывает. А так ясь очень любит. Ну, в общем, просто насаживаешь на крючок ее. Вот так. Раз. И все. Вот их бы побольше, конечно. Было бы круто. Надо запомнить эту донку. А вот у нас стол здесь. Напротив стола будет, если что. Четко. Четко, четко, четко. Тут как будто, ребята, рыбейка тоже идет. Ага, что-то есть. Елец. Опять кабан. Смотрите, какой лес, ребята. Ельцы, конечно, блин, звери. И налимчик маленький. Маленький писюн. Засранец. Ты чё, брат? А где у вас крупные собратья? Блин, заглотил-то до самых этих. О, короче, ребята, я, наверное, его не спасу. Вообще в глотке, блин. В желудке, точнее. Не получится его отпустить. Хана, короче, ему. Хана ему, блин. Что-то непонятно, ребята, или рыба здесь, или мусор. Тяжка какая-то идет. Мусор. Ага. Здесь, кстати, мусора побольше. Там, вот где здесь попадается, там мусора меньше намного. Здесь прям заколошматило. Прям забило, да. Крючки пустые все. Это елец обгладывает. Сейчас бы вот можно было на фидер с такой водой, травы, вообще понты. Можно было здесь ельца закормить и на фидер побалдеть. Мне кажется, можно было уже хорошо порыбалить. Соответственно, бы и ясь попадался тоже. Прикольно. Хорошие места. Так, друзья, надо взять живца, надо взять живчика и поехать проверить продольники. Тихо, 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 тихо. Четыре. Ну, штук 5 возьму. Хватит нам. Продольничек, может, сыграл. Налима уже одного поймали, но вчера мы не проверяли. Вчера мы не проверяли. Так, что-то палка не дергается. Если крупная щука бы была, то Олег, говорит, ее прям бывает утаскивает, говорит.
не особо течение, так что проверю и один. Опа. Погнали наших городских. Опа, нет, есть одна, ребята, зараза. Одна есть. Тихо, тихо, матушка. Тихо. Такая полторашка, ребят. Ничего такая. Значит, все четко Олег сделал. Тихо, тихо, свечку сейчас даст. Блин, ни подсачника, ни хрена же нету. Опа. Такая. Пойдет. Такая пойдет. Жабка. И низевника же ни хрена нету. Вон, заглотила, ребята. Вот она на верховом попалась. Огонь. Блин. Нормально. Чё, не понял. Как-то что-то дернуло. Как сейчас достать? Вот мне вот. Я вот не знаю. Дернуть, что ли? Блин, ни земников же ничего нету. По щуке поехал. Сейчас как-то буду, ребятки, доставать. Ну что, вроде получилось. Открыл пасти. Тихо, тихо, мать. Все, ты уже дома. Ты уже дома. Так, ребят, там что-то дергает, походу. Туда, ближе. Что-то дергает. Так, здесь нормально все у нас. Видать, ближе грузил. Вроде живая. Поменяем. Да, ребят, что-то какая-то рыба. Видать, налим, что ли, там и загрузил. Стой. За ноздрю ее. Брык. И все. Так. Дальше погнали. Здесь нормальный. Не знаю, вон удар тоже был, походу, ребят, смотрите. Кровяной. Здесь что-то у нас перекрутило и без живца. Видать, может, тоже была какая-то рыбейка. Заноздрю ее, хватит. Ну и живец так живет, хорошо. Лучше, конечно. Так, здесь у нас окунек. Никто его не потрогал. Конечно, продольник нужен. Вдвоем проверять, ребят. Плотва нормальная здесь. Вон, вот она, жаба. Хрена хватало. Вот она, ребята, там щука попалась. Хрена тут долбила. Смотрите, ребят, перервала всю здоровую сорогу. Вообще. Так, ладно, насажу. Свежая. Видите, щука пошла тоже на живца. Свеженького насадим. Тут тоже, блин, в клочья расхерачивал. Смотрите, какие порезы, ребят.
Угу. Вот она и бодала. Что тут у нас? Мать. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, девочка, тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, девочка. Давай аккуратно. Блять. Всего брызгало, ребята. Вот такая подвушник. Опа. Все, не уйдешь. Жаба. Не уйдешь. Хороша, ребята. Так, что у нас? А живца-то нету. Живца-то нету. Надо за живцом. Вот смотрите, ребят. Какая-то битая. Живца не хватило. Не думал, что так много-то потрепает. Щука погуляла, видать. Хорошо. Вон здесь тоже убитая вся. Тут пустой крючок. Это у нас последний. А нет, еще там. Там нормально. Тут нормально. Ну, вот бывает, пятаки, ребят, залетают. Короче, ладно. Поеду за живцом. Надо еще 3 штучки, 4 взять. Фух. По палке даже не скажешь, хотя вот рядом щука сидела. Вчера не проверили. Нормально. Ну что, давайте. У нас вот окунь, блин, остался. Плотва закончилась. Ну, Олег на сетку на живца проверил. Должно нормально быть. Все. Кстати, ребят, по лодке вот она и для таких целей нормально. В одного лодка здоровая, а проверить вон спокойно могу. Все хорошо. Это мне тоже, блин, нравится в таких условиях проверить, что она работает. И на веслах вчера ходил. Все огонь, блин. Лодка, конечно, прелесть. Ничего не скажешь. Под все условия, под мои условия точно подходит. Под какие нужно. И здесь, и так, и этак. Ну, какая сорожена. Давай на 5. На 5. За ноздрю ее бак. Вон там бойкая. Так, и тут у нас, да, еще одна. Живая? Живая. Все. Последний, да, вроде? Ага. Ну все, отпускаю. Бомба. Бомба. Ну все. Забираю рыбу. И на лагерь. Так, окуньки. Окуньки, давайте вы обратно. Вы еще пригодитесь на продольничек. Что мы, ребята, имеем? Вот такая 1,5. Не знаю. Это вот вчера на донку, наверное, попалась. Это что-то ближе к 2. Ну, это явно, ребят, за 2. Какая-то побитая вся. Всего меня избрызгал. Смотрите, вся покоцанная. Не знаю, где была. Изи, конечно, лопаты, блин. О. Изи лопаты.
Ага. Хочешь выпрыгнуть? Не получится. Домой. Да что ты? Бляха-муха. Почему в воду, ребят, хочу? Ну, чтобы рыба больше жила. Смотри, что делает, а? Неугомонная. Гельцы такие попались. Конские, вон. Это у нас вчера щука хапнула на донку вот этого язика. Елец, на живца пойдешь. Ну и все, в принципе, ребят. Остальное это живец. Закрываем. О, нормально. Ну что, друзья, блин, бушлат взял, жарко, блин. Владимировича отвозить Домодедово. Что, хорошая проверка, блин. Несмотря на то, что мы здесь не рыбачим, снасти ловят, донки работают, блин, круто. 3 езя, блин, елец там. На продольнике 2 щуки хорошие. И вчерашний там улов щучка, пару езей. Короче, донки, ребят, нормально. Нормально работают. Интересно, как у парней там донки отстрелялись. Ну все заряжено, все нормально. Вечером приедем на проверку. Перенасядем, на ночь поставим. Сработал продольник, ребят, на живца. Не зря ставили сетку. Вот эту маленькую. Все круто. Все, прием. Парни где-то, не знаю где вообще. Парней. Короче, тоже надубасили, ребята, рыбы. Там донки сработали. Налим попался, пару езегит попалось. Все четко. Блин, тут все пески рабочие. Ну не все, относительно вот как-то. Так, надо вот тут еще донки проверить, ребят. Здесь еще доночки стоят. Вот смотрите, друзья, как бошку разгрызают, видите? Это ясь. Злодей. Это езек, злодей. Красный нам не нужен, не нужен. Не нужен, красные не нужны. Они очень слабые, ребята, и об воду просто разбиваются. Уже проверено. Я их не собираю. Вовка привез червей. Елец. Ребята. Блин, ельцы, конечно, кабаны, блин. Здоровые. Вон какие, видите? Таких зимой вот на лесных речках ловят. Огонь. Пойдет. Полторашечки. Это вот вчера на донку попалась. Стоять, подруга. Языки, смотри какие. Калачи, блин. Очуметь, блин. Ельцы вон, Олег, смотри. Вон ельцы. Селедки просто. Это вот вчера его съела, вот на него хапнул. Вот, кстати, отдели вот этих живцов, ой, вот, что кинул ты, мыков крупных, Ну. кинь ведро, они как живцы попрут. Такие здоровые, что Да, ли? попрут, отвечают. Да ну не гоняли. Давай, да, ложи. Ой, красота, ребята. Просто сказка. Погодка распогодила, солнышко, тепло сегодня. Время к обеду. Парни, в общем, уехали проверять живцовых сеток. Щука пошла, возможно, поставим еще щуколовки с берега. Ну, это просто палка, ребята, втыкается в обрыв. Ну, короче, там своя система. Так что щучку можно подловить. Но опять же тоже, блин, и дело до хрена. Я, короче, ребят, начну делать автоклав, ну, заниматься рыбкой.
Сейчас буду чистить рыбку. В общем, готовить потихоньку. Сегодня также протопим баньку, наверное. Ну так, чисто сполоснуться, париться уже не будем, как вчера. Чисто так, облиться. Вечером шашлычка сделаем. Короче, нормально. Ну и дровишки надо доколоть. Заезд был планово тоже, потому что дровяник пустой. Летом Олег сюда редко приезжает. Как бы сейчас как будто бы надо уже, чтобы дровишки сохли. Чтобы было все красиво. Короче, давайте начнем. Так, друзья, ну что, возьмем рыбейки, примерно 5 килограмм. На мой автоклав в Фэнсовмене нужна рыбейка. И решили, ребята, сделать с езем. Езя, кстати, я еще не закатывал в автоклав. Закатывал щуку, леща, налима. Сейчас вот недавно окуня делал. Соответственно, есть такая рыба, костлявая тоже. Мне кажется, автоклав будет самое то. Что-нибудь такое взять, не крупное, которая уже рыба уже, ну, таких средних яськов, ребят. Возьмем, нормально будет. Слишком крупных не надо. Вот таких средних яськов, ребята. Ах, эта гадюка, она хочет выпрыгнуть уже какой раз. Леща туда тоже закинем. Мелкого. Вот такой язык пойдет. Короче, сейчас наберем, ребята, что-нибудь. Кунишка. Кунишка. Язык. Нормально. Набрал рыбейки, ребят. Не знаю, плюс-минус. Опа! Вот такой стол, друзья. У парней для разделки специально. Вчера здесь налима тоже чистили. Нож, ребята, Енисей от Русберга. АУС 8 сталь. Японская нержавеечка. Шикарный нож. Вот в походах беру постоянно. Такой трудяга. Как бы уже не жалею его. Первое время жалел прям. Сейчас уже как бы не жалею. А что ему? Резиновая рукоять, друзья. Держится хорошо. По разделке рыбы как бы все нормально. Так. Кстати, есть промокод, ребят. 10%. Дрюня. Если кому интересно, на всю продукцию. От компании Русберг. Все, рыбейка, ребята, свежая, что ни на есть. Будем потрошить. Будем потрошить яськов. Да, ясь пошел, ребята, на донке, хорошо. У себя, значит, тоже успею порыбачить еще. Он быстро проходит. Неделя максимум, и все. Вода прогревается потом. И он уже перестает. Ну, как бы попадается, понятно, но вот такой активности, вот самый вот пик такой. Налим, видать, уже тут отошел. Пошел ясь. Потом пойдет лещ. Видишь, каждому времени своя рыбейка. Опа.
Голова, ребят, нам не нужна. Голову я не закатываю. Голову просто отрезаю. Чистим. Рыба, которая разговаривает. Все, в принципе, вот эта тушка. Да, прикольно, ребята, вот так находиться в тайге, на зимовье и приготавливать свежую рыбу. В общем, сейчас закатаем 10 банок изя, и здесь уже будет рыбейка. Достали баночку. Ну, как-то так, ребята. Братва потянулась. Ну все, ребятки, что, рыбку почистил. Парни приехали. Начали заниматься дровами. Блин, удобно, когда вот так все. И водичка под рукой. Вообще огонь. Вот так вот. Все, сейчас буду мыть рыбку, ребята, в двух водах. Убираю вот эту всю пленку, всю грязь. Каждые пленочки эти все убрать надо. Кстати, чистил в чешуе столько грязи, черная такая всякая. Видно, что я стоял всю зиму. Сейчас начал шевелиться. Ну, вот.
вас приятно. Эти еще оставить. Что? Сушняк за шашлыков. Сушняк вон у нас здесь, вот он здесь, здесь. Так, ребят, ну что, рыбку помыл, почистил. Ну, теперь вот такие кусочки вместе с хвостами. Это все, ребят, будет одно целое. Увидали? Смотрите, еще уже почищенный, без головы. А до сих пор дрыгается. До сих пор дрыгается. Свежая рыба, понятное дело. Килограммовый, наверное, друзья, вот этот. Грамм 800. Видите, немножко бывает, где-то прозеваешь. Все, друзья, рыбка обработана. Стол мою. Стол моем, и все, порядочек. Чешуя вот здесь, головы, это все в реку, ребята. Это биологический продукт, а вот здесь избы выкидывать нельзя, сами понимаете. Ну, медведь может прийти, потому что подтухнет, и может прийти в речку. Все, это все рыбы съедят, и налимы, ребята, и все. И мальки, это все это съестся, поверьте. Так что возле избы вообще биологических продуктов не надо оставлять. Медведь может прийти потом. Так, друзья, все, рыбку в тазик. Сейчас сделаю зажарку. Лук, морковка, и тоже туда добавим. Лучка можно не жалеть. Вчера тут рыбу жарили, ребят, столько масла осталось. Все это пойдет туда. Масло добавим еще, естественно. Масло прям побольше. Потому что все равно в автоклав добавляю масло, ребята, и пускай это в зажарке будет. Вот так вот. Все это пойдет туда у нас. Вот так вот, ребятки, вот так вот и жили, говорит. Спали в росе, а дети были.
Так, ребят, ну что, у нас сегодня окрошка на обед, да, брат? Да. Ну и мы продолжаем. Зажарка уже поджарилась. Ребейку солим. Опять же на глаз, друзья. Все делается на глаз. Потому что примерно все. Обязательно поперчим. Ока, открой, пожалуйста, томат пасту. Не знаю, у Олега есть открывашка? Да, есть там, есть. Да? Угу. Ну, вот без этого, правда, ну, не спускается. Да, что-то у нас за него отходит. Все, банку сюда. Полностью вываливается. Да, полностью банку. Прям так. Ну да, вон что-нибудь. Все туда. Ага. И все, и зажарку, ребята. Красота. Так вот. Все. Перемешиваем. Это, короче, все перемешиваешь, да? Да, и по банкам. И сколько настаиваться надо? Да ничего не особо не надо, это все банка сама все сделает. А, да? Да, давление. Все делает давление. То что? Да? Часы, да? Японец просто четко делает вещи. Ну, красиво, да? Ну, короче, ребята, парни поехали ставить щуколовки. К сожалению, не покажу вам это. Но это, в принципе, жерлица, летняя жерлица, только с берега. Сейчас нарубят тычек, живца они на сетке поймали, говорит. Короче, я уже не стал, ребят, потому что автоклав, надо заниматься. Дровишки перекололи парни, пока я ребейкой занимался. Все, молодцы. Все, порядок, чистенько на кордоне. Вот все. Полежки, поленницы сложили. Ну, дровенчок, конечно, пустоватенький, надо еще заготавливать, чтобы дрова сохли. Ну да ладно, пойдем дальше заниматься автоклавом. Так, у нас 10 баночек, ребята. Ну, Олег, в принципе, все помыл. Дома супруга все сделала по красоте. Кипяточком сейчас отдадим и будем заряжать. Так, сеточку туда. Так, смотри, есть 400 грамм, есть 500. Баночки все помытые уже. Так, это 400.
5 таких, 5 таких. Все, Олег красавчик. Все правильно. Ну так, на глаз, ребята. Так. Горошек. Душистого у нас, наверное, нету, да, ребятки? Душистого у нас нету. Ну да ладно. Лаврушку, наверное, не буду добавлять. Хотя можно. Для ароматности. Вот так даже половинки, ребята, достаточно. Больше не надо. Много тоже вредно. Так. Ну все, ребятки, закладываем ребейку. Прям руками. Вот так вот. Язик, ребята. Язик, язик, язик. Вот так вот. Сейчас, братцы, сделаем по красоте. Как обычно, готовить будем на воде. Ну, я имею в виду на пару. 1,5 литра. Ну, примерно для фольжна, ребят, я добавляю. Больше не стоит. И будем заряжать. Так, у нас вот так получается. Да, чуть-чуть, ребят, не подрасчитал. Чуть-чуть не подрасчитал, к сожалению. Ну, увы, я уже поздно. Пару банок сверху тогда поставим. Все. Все, тогда что, закрываем. Опа. Просто хотелось показать, ребят, что это делается. Можно где-нибудь в зимовье, на избах, не отходя от кассы, готовить. Это круто. Закручиваем и ставим. Так, братцы, ну все. Да. Косянул, конечно. Мало, главное бы рыбы не было. Рыбы-то есть. Я так прикинул, думаю, примерно пойдет. Ну, к сожалению, на 3 банки аж промахнулся. Ну, ничего страшного. Так, все, ставим. Пускай закипает. Краник мы открыли. Сейчас, что мы набираем? 100 градусов, как обычно. Закрываем клапана и дальше набираем 120, набираем давление и держим 45 минут. Вот и все. Горячо. Картошечка с яичками.
холодную воду, друзья. Обязаловка. Пускай остывает. Ох и хорошо, ребята. Блин, вообще четко. Погода. Весна. Потихоньку природа оживает. Смотри, начинает зеленеть, друзья. Здорово. Пара нечуколовки стоят. А у меня здесь тоже потихоньку все не стоит на месте. Все работает, все четко. Круто. Блин, так пожить, ребята, конечно, круто. Вообще, на самом деле. Охрененно. Сейчас окрошечку забацаю. Баньку надо подтопить, надо. Все огонь. Не знаю, возможно, завтра, ребята, будем собираться. Ну, а возможно, еще останемся на сутки. Потому что вот, ну, сейчас такой пик, самый период, то что надо порыбачить. Ребейка идет, и это хорошо. Рыбка добывается постоянно с каждого пляжа. Сетюшка поймала что-то. Короче, нормально. Продольник. Все работает. Все снасти, в принципе, работают. И это круто. Блин, погода, ребят. Шедевр просто, шедевр. В общем, поглядим. Крошики сейчас забацаю. Ну, автоклав, в принципе, что, заряженный, все. Лоханулся немножко. Ну, что, бывает. Кстати, ребят, что хотел сказать по поводу автоклава. С компанией Fensel мы на связи. И ребята будут разыгрывать три подарка, ребята. 3 приза на именно на рецептуру. Конкурс будет проводиться у ребят в группе. Соответственно, вам нужно перейти по ссылочке, ребята, зайти и под постом, под конкурсом оставить свою фотографию именно с рецептом. Фотография тоже имеет значение. Никаких лайков, ребят, не будет, просто будет, получается, красивая фотография и под ним написан рецепт. Неважно, это мясо, рыба и так далее. И, в общем, ребята там рандомным образом выберут 3 победителя. Первое место, ребят, это лодка. Второе место это палатка. И третье место это гриль. Блин, ну сумасшедшие подарки, ребят, на самом деле. Так что давайте вперед, только вперед. Ну, а я вам потом в дальнейшем подведу и расскажу все условия. Я вот в данный момент готовлю на избе, ребят. Это очень круто. Это, блин, эта тема вообще бомбовская. Кто занимается именно вот такими вещами, неважно, у многих есть дачи, летний сезон в разгаре, сейчас все начинаем собирать грибы, ягодки потихоньку там, у кого-то что-то там, заготовки, и в общем, тема заготовок прям крутая. Так что только вперед, ребятки, давайте, участвуйте и выигрывайте хорошие призы.